У коми-народа баня имела огромное значение, потому что в бане рождались, в бане рожали и в бане умирали. Так вот, друзья, сегодня я решила проанализировать с этимологической точки зрения, а как образовалось слово «пывщен», то есть баня на коми-языке. Кстати, изучать этимологию достаточно интересно, потому что через словообразование мы приближаемся к пониманию самосознания народа, то есть как они мыслили, почему они назвали этот предмет конкретно этим словом. Скорее всего, это будет рубрика продолжающаяся, даже вот я прям скажу отдельная рубрика, поэтому пишите в комментариях, какое слово разобрать в следующем видео. Баня для коми-народа имела огромное значение, потому что олицетворяла собой близость огня и близость воды. И в бане были свои определенные правила, которые нужно было соблюдать. И в бане можно было умереть, но я предполагаю все-таки то, что не из-за того, что они духов разозлили, а если исходить логически, да, и логически подумать, то в большинстве своем коми-народ использовал баню по-черному. В этой бане очень интересна такая техника безопасности, поэтому вполне возможно, что там можно как бы отправиться на тот свет. Достаточно сложно было разбирать это слово, и даже сам этимологический словарь просто написал: история этого слова до сих пор имеет очень много загадок. Есть несколько точек зрения, вот, например, одна из них, да, пыв. Пыв на коми-языке обозначает разогнать кого-то в порыве ярости. Да? Щан, да, если я правильно произнесла, обозначает пища. То есть пывщен — это выгнать пищу, да, разогнать в порыве, кинуть в пищу. Но, конечно, многие филологи связывают словообразование, да, пывщен именно с финно-угорскими языками. Вот, например, в допермском языке, да, допермский язык — это тот язык, который как бы положил дорогу всем другим финно-угорским языкам, да. И вот это слово обозначает либо жар, либо пар, либо пыл. В хантийском языке это слово обозначает дух. Вот в финском языке это слово обозначает жечь.